Весна идет, весне дорогу. Всем здравствуйте, дорогие телезрители! В этой просторной, светлой, уютной студии еженедельно происходят кулинарные чудеса. И все благодаря нашим гостям. И если вы хотите оказаться здесь или знаете того, кто является кладезью полезной и, главное, вкусной информации, пишите нам прямо вот сюда. А я спешу представить нашу сегодняшнюю гостью. Вы знаете, в нашей компании периодически происходят праздники, которые выявляют, насколько у меня талантливые коллеги. Многие из нас пишут картины, вяжут, готовят очень вкусно, бегают марафоны. И одна из них – это моя коллега, автор и ведущая многих телепроектов на канале НВК Саха, редактор, телеведущая, многодетная мама, прекрасная жена и просто красивая женщина Светлана Трофимова. Здравствуй, Маша. Привет, Света. Очень рада тебя видеть. Хорошо, что мы сегодня встретились, потому что мы работаем на разных этажах, сидим в разных кабинетах. И очень редко видимся. Очень редко. Давай вот здесь поболтаем. Вот-вот, давайте. Телеведущая, вперед идущая, что-то пишущее, чего-то ищущее. Она всегда лучезарна и легка, заразительный смех, невероятная энергия, тонкий стан и крепкий дух. Тележурналист Светлана Трофимова. За 16 лет на телевидении успела поработать в самых разных жанрах и проектах, среди которых утренняя программа «Новый день», социальный проект «Точка кипения», документальный цикл «Хранители времени». Но неизменно одно – ее работы всегда прямо в сердце. Свет, у тебя, как у многодетной мамы, наверняка много кулинарных рецептов и секретиков. Да. Что сегодня будем Ну, готовить? ключевое слово многодетное, когда много детей, ну много как много, трое. Один уже из гнезда улетел, он студент в Москве сейчас учится, поэтому нас уже как бы двое. Двое детей. Старший не считается уже. Да. Вот. И поэтому чем больше детей в доме, тем проще блюдо. Ну, я не стала, как говорится, изгаляться, а приготовлю сегодня блюда, которые очень просты и достаточно часто мы готовим с моей дочкой. Давай, не будем терять время. Но сегодня я решила приготовить грибной суп-пюре. Я могу объяснить, почему у нас... Вообще, я даже борщ блендерю, к ужасу могу сказать. Многие могут подумать, что это такое вот... Ну, неправильное борщ. Это у вас даже борщ-пюре? Это борщ-пюре, потому что это идет с глубокого детства детей. Они вообще не любят овощи как таковые. И мне приходится изощряться. Чтобы они поели. Чтобы они съели жареный лук, ту же свеклу, морковку. Я вот придумала такой способ. И... Такой лайфхак для мам. Да, пользуйтесь. Очень хорошие, они едят теперь все. Так, давай. Грибной суп-пюре. Да. Что туда Основа любого супа-пюре – это овощи. В данном случае это картошка и морковка. Морковка. Почему-то у меня вот этот агрегат. Вот. Все будем жарить, варить, потом в конце блендерить. Так, овощи, грибы. Что еще? В принципе, все. Грибы Сырок сушеные, я вижу, и сливки. Ну, это по ходу мы еще расскажем, давай. чтобы не путать наших зрителей, потому что вот когда в кулинарных передачах говорят, что вам понадобится, все равно забываешь, и нужно Давай. смотреть. Дай мне задание, я тоже что-нибудь Давай лучок. поделаю. Лучок можно и уже, может быть, разогревать сковородочку, чтобы масло у нас накалилось. Лук как? На порядок. Хоть как, потому что можно крупно, можно мелко, потому что все равно это будет все превращаться в кашицу. Поэтому не принципиально. Вот. Что касается грибов, то здесь вы видите, я осенью собрала грибочки и высушила их. Вообще существуют, конечно, специальные сушильные машины, но я их не очень люблю, потому что, ну, как-то вот, видимо, не приучена. сложилось, да? Да, не сложилось, можно так. И дело привычки, все же с детства идет. А мама меня научила вот сушить таким образом, нанизывать на шпажки и в духовке. Духовка обязательно должна быть открытая, потому что если закроешь, все сварится, а нам же не нужно, чтобы они были вареные, нам нужно, чтобы они были сушеные. Вот. И единственный минус всего этого, это, конечно, нужно постоянно быть рядом, на кухне, переворачивать периодически, ну, проверять. И долго сушатся грибы? Долго. Это какие грибы? 6 часов. 6 часов. Поэтому, да, в сушилке это 2 часа происходит, но дело в том, что ты пока сушишь, ты же все равно чистишь, вот я потом мариную, там у меня такой производственный процесс идет, поэтому ты не замечаешь этого времени. Все рассчитано, все продумано. Вот.
А потом, в принципе, вот в детстве, да, мама замачивала в крупно молоке. режу, да? Нет, нормально. Замачиваешь в молоке утром, а к вечеру они разбухают, и можно приготовить супчик. Мы в детстве вот так и ели, потому что мы были непривередливые, как мы дети. Мы ели все. Никакого пюре нам не нужно было. Я придумала сама, это я нигде не вычитала, своим умом дошла, тоже вот такой вот гриб сушеный. Это те же самые Измельчаю, грибы? это все то же самое, и превращается в такой порошок. Этот порошок хорош не только для супа, это я еще часто делаю грибной соус к мясу. Он придает очень вкусный аромат, пикантность, всем очень нравится. Как приправу можно Да, использовать, да? именно. Мгм. Вот. То есть ты у нас любитель все Я, мариновать, солить. Да, да. Дело в том, что вот многие могут подумать, что это не полезно, но я к продуктам отношусь не с точки зрения полезно, не полезно, а с точки зрения гармонии. Раз природа создала определенный продукт, значит, он нужен человечеству Ага. в той или иной форме. Поэтому самое главное – это мера. Соблюдать во всем меру, гармония. Правило золотой середины никто не отменял. Ну все, Маша, кажется, масло у нас нагрелось, можно лучок кидать. А я на терочке дотру морковку. Свет, мы еще не договорили, вот что за грибы ты любишь собирать? Грибы, не то, что какие люблю, какие есть, что подарила матушка природа. Единственное, вот я знаю, вот теоретически маслята можно сушить. Ну, почему-то вот мне в детстве говорили, мама с папой, что они же маслята на то и маслята, что масла много, и они как бы плохо просушиваются. Их надо жарить, да, поэтому я сушу подберезовики. Вот 2 года назад мы попались вообще, такой сезон был уникальный, белые грибы. Вот это самые идеальные, подосиновики идеальные для сушки. Вот. Ну, то есть вот этот стандартный набор. Что у тебя еще из грибов бывает? Ну, я делаю грибную икру. Кстати, есть такой хороший один рецепт. Его даже дети любят, потому что грибы-то я тоже, как вы понимаете, прячу в супах и в подливе. Блендер в помощь. Да, а икра, она же тоже, в принципе, отварные грибы, там овощи, а потом все блендеришь, немножко уксуса для долгого хранения в баночке, и надолго хватает. И так просто их с бутербродами можно есть, но они вот по свежести хороши. А когда долго, допустим, икра в холодильнике лежит, это уже не рекомендуется. И тогда я вот эти баночки с икрой использую тоже как заправка для супа. Она дает красивый цвет, аромат. А еще дети больше всего любят, когда я эту массу грибную подогреваю на сковородке, добавляю сливки, сыр и туда отварную картошку. И все это вот перемешивается, вот это вот рай для гурмана. Это Записывайте, вот уже такой идеальный интересный рецепт. Да. Туда, в принципе, уже мясо. И дети будут есть. Будут, это 100% будут. Любой малоежка. Вы знаете, получается что-то в виде жульена, вот если туда еще добавить, допустим, курочку отварную, ну, можно фантазировать, любое мясо. Мне уже Нам вкусно. хватает и без мяса, потому что вот на самом деле в грибах белка гораздо больше, чем в мясе. Другой вопрос, что мало кто их ест, кто как приучен, но я грибы просто обожаю. А какие у вас еще есть семейные рецепты? Семейные рецепты, ну вот, когда говорят семейные, я уже тут больше, вот это давайте уже Так, вбросим, тоже да? сюда, да? Я как-то больше вот про свою семью, которая вот из детства. Мама, папа, да? Там у нас мы ели все. Например, если мои дети сейчас рыбу не едят никакую, то там мы ели все. И мы очень любили рыбу по-гречески. Мама очень вкусно это готовила и сейчас готовит. Ну, рыбка-то она не из самых благородных, камбала. В советское время-то там особо мы как-то вот не изгалялись. Как-то сейчас больше разнообразия. Потому что есть.
Но камбала, когда я готовлю, даже сын мой, вот средний Ростиславчик, он сказал, готовь почаще. Я себе такую галочку сделала. Ага, значит, дело-то не в том, что человек не любит рыбу, а в том, как ее готовить. Да. Вот. Поэтому, да. А ты откуда родом? Ну, я с Покровска, Хангаласский. Интересно. А сколько вас в семье было у мамы с папой? У нас 3 детей тоже. Тоже. Старший брат и младшая сестра. Ага. Готовить тебя учила мама? Нет, мама все время была на работе, Ага. мы как-то с сестрой вот сами. Я вот помню, вообще у меня вот сигнал в голове появился о том, что надо готовить достаточно поздно, в классе 9, когда у моего брата появилась невеста. Он привел ее в дом, а она, значит, там хозяйничала. Я подумала, почему это другая девушка должна хозяйничать у меня на кухне? И вот во мне это разыгралось. Я... Чувство собственничества. Да. И я тоже стала потихоньку готовить. Вот. Вот так вот. Спасибо невесте брата. Получается так. Но с сестрой мы любили стряпать. Блины мы стряпаем класса с 4 с 5, причем это всегда было с шутками, прибаутками и с танцами. Вот представляете, когда вот одна сторона блина жарится, мы успевали придумать какую-то комбинацию танца. Она у нас тоже такая артистка, веселушка, поет, пляшет. Какие-то мы вот тут такие вот плясунки устраивали. Ага. И за это время одна сторона прожаривалась. Пока жарится вторая, мы опять что-то делаем. И так весело время проходило, и блины быстрее жарились, потому что мы не могли стоять вот и долго жить, когда он пожарится. Когда пожарится. Надо что-то сделать. Здорово. А твои дети сейчас танцуют вот так? Ну, устраивают какие-то что-то? Нет. Ну вот дочка, вот сегодня мы будем, кстати, еще кексы готовить. Не факт, что они получатся, потому что я давно уже не делала, потому что вот это все на плечах моей дочки. Ух ты, а Она, сколько ей? ну, ей 10 лет, но она, в принципе, я вот ее допустила к плите где-то лет с 3. Не то, что к плите, к ножу. Она сначала резала что-то, да, а уже переворачивать оладушки и блинчики она там вот годиков 4 я ей разрешила. Ух ты. Да, я из разряда тех мамаш, нерадивых мамаш, которые разрешают детям все попробовать на своей шкуре, чтобы потом они сами сделали вывод, надо лезть в это болото или нет. Или не стоит? Я им да? разрешала в детстве наступать на лужи, но всегда говорила, придешь домой, постираешь сам. И в следующий раз, конечно, уже по лужам никто не ходил. Ух ты. Ага. Поэтому Ну да. тоже такой вот лайфхак, можно сказать. Разрешаю все. Один раз пережить все, да? Да. Кстати, один раз пережить, вот на днях у нас папа такой заядлый рыбак, и он собрался на подледную рыбалку. А дочка изъявила желание с ним поехать. Я говорю, ты, пожалуйста, подумай 10 раз. Ты едешь на целый день, ты будешь одна среди мужчин, там открытая река, нету места для уединения. И убежать не получится. И не получится, и не капризничай, что ты захотела домой, потому что папа тебя специально с этого места домой не привезет. А она говорит, хорошо. Все. Папа начал было возмущаться, да ты что, разрешаешь дочке такие вещи-то еще без тебя? Я говорю, я знаю, что это такое, я туда не поеду ни за какие ковришки. Ага. А дочка пусть съездит и узнает, зато в следующий раз ты точно поедешь один без нее. Так и сделали. И без нытья. И без нытья. Вот она прочувствует, что это такое. Ну, короче говоря, так мы и сделали. В итоге, когда я ее спросила, что же тебе, доченька, понравилось на рыбалке больше всего, она сказала, сидеть в машине и играть вот модными слаймами. Вот эти вот тягучие резинки. Понятно. Из Всё. всей рыбалки понравилось. Все, вопрос решен, я думаю, навсегда. В следующий раз она, наверное, только с мужем поедет. Но до этого еще жить и жить. И то не факт. Да. Хотя я в своем детстве, вот мы же, можно сказать, деревенские товарищи, папа меня всегда брал на рыбалку. Правда, на подледной я никогда не была, это вот только уже во взрослой жизни. А так мы постоянно рыбачили. Вот что удивительно, брат-то ездил, но без удовольствия особого, потому что надо, потому что мальчик. А я ездила, потому что мне это очень нравилось. Да? Да. Ничего себе. Вот такой вот парадокс, да? Доча, наоборот, рвалась. Так, должны прям прожариться. Ну, в принципе, да, я это делаю уже сразу в кастрюле, но чтобы мы
показали всю палитру красок, решили сделать сначала в сковородке, потихонечку уже можно перекладывать все дело в кастрюльку, Так, мы взяли вот. нарезать картошку, туда все закидать. Так, Я я делаю... тогда меняю. Давайте, меняйте местами. Сюда. И сюда прям. Картошку мы сегодня сделаем помельче, чтобы она быстрее сварилась. По идее, можно это делать, как обычно, в супчик, там какими-то квадратиками. А мы сделаем вот прям помельче, чтобы, Ну, мы отмечаем, сэкономить. что это все блендерить. да, сэкономим время к тому же. Так, там соль, перец, все это. Это будет? сейчас мы добавим. Если так прямо хочешь, можешь уже все это сделать. Нет, я просто спрашиваю, я не добавляю. Это не принципиально. Мгм. Так. Тут уже запахи. Да, конечно, так и есть. Можно уже кидать порошочек. Так, Грибной. все, да? Нет, не все, это очень много, это я вам показать для примера. Давайте я пройду примерно, да? Дело вкуса. Для начала можете и поменьше положить. Ну, я, знаете, человек не аптечный, все делаю на глаз. Все на глаз. А у тебя есть весы на кухне? Вообще есть. Мне подарили в свое время когда-то. Но они стоят, да? Нет, когда я его применяю тогда, когда делаю новый рецепт. Ага. Вот я хотела как раз спросить, рецепты ты берешь готовые или Ну, конечно. придумываешь? Вот как ответить на этот вопрос? Конечно, основа, она же всегда основа есть. Допустим, яйца, творог, там, сыр, я не знаю, какая-то основа, она есть. Иногда я фантазирую. Так, воду Что-то там, да. добавлять не нужно? Нужно чуть погодя, пусть они впитают все в себя, пусть грибы подарят грибной вкус морковки, а морковка с лучком выделяет. Ага. Так, Машуль, ты, да? Давай. Так, вот мы заговорили о вашем папе. Есть ли у вас дома традиция какая-нибудь, чтобы вот день готовки папы? Есть. Вообще, надо сказать, что мама моя-то не особо любительница готовить. Ну, как все женщины, наверное, по долгу службы. С работы прибежать, семью накормить. Но, что удивительно, за что я люблю папу и брата, они девы. А девы, если вы знаете, они очень хозяйственные. У них идеальная чистота. У них такой порядок, все по полочкам распределено. Они любят полы мыть. Я вот здесь удивлялась: Дима, давай я сбегаю в магазин, а ты вместо меня полы помой. То есть говорит, с все-таки звезды не удовольствием. врут, да? Вот гороскоп Я как-то думаю, да, влияет. что-то в этом есть. И вот они с папой у меня такие чистюли, любят прибраться, любят поготовить. Ну, по выходным. Вот если отвечать на твой вопрос, то да, он готовил исключительно по выходным, ну, потому что время было. Да, и всегда это что-то такое вот. Не картошка с мясом. Вот он любит вот запекать. И потом, вот я помню, мы выезжаем в лес, и обязательно с леса привозим можжевеловые ягоды, потому что это придает пикантный вкус мясным блюдам, ягоды. И мы их сушили. Вообще-то мы что-то все время сушили. Даже этот корень петрушки мама Духовка всегда у вас сушила. работала Работала. вовсю. Нет, еще же есть понятие солнечная сушка. Я даже грибы пыталась, но там не прошел этот номер у нас. Все-таки в духовке лучше. А так мы на солнце, на газете сушили вот корень петрушки, резали свежий укропчик и зелень петрушки, нарезали. Дома как-то конвейер работал, 3 детей тоже, все были при деле, рыбу чистили, дичь чистили. Единственное, до чего у меня руки не дошли, это зайца чистить. Так, Света, глянь, пожалуйста. Все, давай. Что тут надо Можно, сделать? значит, соль и уже кипяток. Так, говорю, поменяемся местами, сильно не бежите. переборщите, ребят, потому что солью, да, потому что у нас же еще будет сырок, а он же соленый. Когда вот это все притомилось, мы заливаем кипяток. Вот. Забурлила. Забурлила, закипела. Так, проверим-ка. Консистенция нормальная в том смысле, что картошку нам больше добавлять, наверное, не надо. То есть мы туда положили 2 картошки. Да. Такие. Ну, я пропорцию, да, если делать всю кастрюлю, можно было. Все, пусть оно у нас томится.
пока наш супчик томится, давайте посмотрим небольшую рекламную паузу. Сегодня мы готовим вкусно вместе со Светланой Трофимовой. У нас супчик вовсю кипит, и мы приступаем к десерту. Света, давай рассказывай, что мы будем делать. Да. Кексики – это любимое блюдо, одно из любимейших такой десертик. Понадобится творог. Вообще творог у нас ходовой. Причем, что удивительно, в таком вот сыром виде его, в принципе, у нас никто не ест. Что-то какие-то мы не молочные товарищи, ни молоко так вот прям не пьем, ни творог не едим, ни сметану. Но в кексиках любите. Вот. 2 брикетиков нам достаточно будет. Я, может быть, тебя еще, Маш, попрошу, знаешь, что сделать? Супчик-то у нас все равно еще томится, но нам понадобится там еще же и сырок. Поэтому его можно тоже нарезать кубиками и туда кидать. Прям плавленый сыр, да. Кубиками. Ага, а ты пока рассказывай про кексик. Ты сказала, что он без муки. Он без муки. Туда можно добавлять муку, но вы знаете, мука это же основа вот той же пшеницы, а манка у нас тоже пшеница. Все 3, да? Да, все 3. Поэтому она возьмет в себя, что надо, выполнит свою непосредственную функцию скрепления, поэтому ее будет достаточно. Вот. Значит, 2 творога, 2 яйца, немножко соль, значит, творог, 2 яйца, сахар, и все перемешиваем. Прям вилочкой можно? Можно вилкой. Тут творог и так уже такой консистенции, что... Я смотрю, ты все на глаз. Все на глаз. Вот сметанку, кстати, тоже сейчас на глаз. Я не знаю, почему так получается. А сырки, я вот смотрю, для супчика тоже совершенно разные, да? Да, я специально подобрала разные вкусы. Можно подобрать грибной, но грибной... У нас гриб уже есть, как говорится, не стала повторяться. Немножко взяла, по-моему, с ветчинкой, чтобы такой мясной дух придать. Чтобы мясо все-таки да, было. Этот грибной суп, в принципе, я же говорила, что белка очень много, больше, чем в мясе. Нет острой необходимости делать его на мясном бульоне. Он и так будет вкусен. Но есть люди, я знаю, которые все равно традиционно делают на мясном бульоне. Можно, приветствуются 2 варианта. Свет, тебя наверняка многие знают как из тех, кто первый начинал новый день, утреннюю передачу, да? Но, тем не менее, несколько лет назад я увидела в эфире передачу «Точка кипения», прям зацепилась с первых секунд, и где я тебя не узнала. Вот тут легкую, светящуюся ведущую утреннего эфира. Сегодня мы находимся в самом восточном морском городе России – Владивостоке. Программа «Точка кипения» представляла работу о морском затонувшем буксире «Алексей Кулаковский» на 7-м международном фестивале «Человек и море». На фестивале принимали участие телекомпании из 14 регионов России. Ты работаешь в настолько разных проектах. Как тебе удается? Дело в том, что этот проект предложили как раз тогда, когда я уже родила 3-го ребенка. Ребенку было только вот год, я устроила в ясли его и вышла на работу. И предлагают такой формат нелегкий, да. Ну, вариантов не было, надо признаться. Поэтому сидеть 6 лет дома, и мне уже почти 6 лет я друг за другой родила. Я сидела, да, такой затяжной был, затянутый, проблемы с устройством в детский сад. Короче, этот процесс затянулся. Я подумала, возьму все, что угодно, лишь бы уже дома не сидеть. Я прервусь, да, значит, муку добавляем. Ой, не муку, а манку. Он должен немножко разбухнуть, она. Вот, и я согласилась. Дело в том, что вот не зря говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. И вот мы и поплыли. Не то, что передача была плохая, нет, она была тяжелая в том смысле, что мы же ездили по тюрьмам. Я разговаривала с наркоманами, алкоголиками, бомжами, с преступниками, в конце концов. Мы ездили и снимали скрытые камеры ночные рейды, когда, ну вы представляете, месяц октябрь, уже выпал снег, и 7-летний ребенок, маленькая девочка, стоит на заправке, заправляет ночные проезжающие машины,
Она таким образом зарабатывала. Мы ее за шкирку со службой ПДН везем домой. Ну а там пьяные родители, 7 по лавкам. И представляете, я вот почти 5 лет мы вот во всем этом возились. И это даже подорвало где-то мое здоровье, потому что я вот на фоне того, что я сама только что родила, у меня в голове не укладывается, что такие вещи могут происходить, как будто в параллельном миру все это происходит. Я в прямом смысле приходила домой и плакала, муж ругался, говорит, уходи, бросай этот проект и прочее, да? Вот. Но потом, когда прошло время и предложили проект с названием «Жизнь прекрасна», Совершенно такое ну противоположное. там вообще жизнь. Еще одна параллель появилась. И к тому, что вот как корабль назовешь, да там была точка кипения, и я в прямом смысле болела. Кипела. У меня все кипело внутри. Я заболела. У меня желудок постоянно вот что-то напоминало о себе. А когда появилась в моей жизни «Жизнь прекрасна», все стабилизировалось, нормализовалось. Ну и жили тоже 5 лет прекрасно. Прекрасно. История возникновения такого инструмента, как арфа, которая считается самым древним предком всех струнных и щипковых инструментов, никому не известна. Однако первоначально арфа считался мужским инструментом. Кстати, это был любимый мужской инструмент в Древней Греции, в Риме, на Ближнем Востоке. Ну а что касается Якутии, то здесь не так много арфистов, потому что данный инструмент достаточно сложный по технике исполнения. Сейчас ты работаешь над историческим проектом. Да, «Хранители сейчас вот времени», да? между. Мне кажется, вот нейтралитет. те, кто работает над этим проектом, еженедельно пишут небольшую научную работу. Совершенно верно. Ты потому что все время, мало того, что ты копаешься в архиве семейном вот этих людей, они тебе приносят кипу фотографий, дисков, ты все это перелопачиваешь, структурируешь, отбираешь. Так ты еще идешь, допустим, в библиотеке, потом идешь в национальный архив, потом в наш национальный архив НВК, там все ищешь. И ездишь в кинохранилище за уникальным кадром на 3 секунды. Ну, это такой процесс, для журналистов он закономерен и очевиден, но зритель, может быть, не всегда понимает, что действительно это трудоемкий За труд. 20-минутной передачей стоит колоссальная работа целой команды. Ситуация такая. Сейчас 12 часов ночи. Но поскольку мы на севере, солнце еще высоко. Выехали мы из деревни Костотым в 11 часов. Моторка мощная была. Ключевое слово «была». Ехали, проверили сети, поймали щук, язей, что-то еще попадалось и рванули в Жиганск. Завтра у нас самолет после обеда. Но случилось то, что случилось. Вот я поражаюсь прям, когда смотрю, всегда такие разные судьбы, разные события. И потому что удивительно, ты же всегда пропускаешь своего героя через себя. Ты его любишь уже как родственника. Они тебе звонят, они тебя поздравляют со всеми праздниками. По WhatsApp тебя закидывают и фотографиями, и открытками. Армия твоих родственников увеличивается. Увеличилась, да, точно. А еще над какими проектами ты бы хотела поработать? Ну, сложный вопрос. Периодически нас загружают такими вопросами перед новым сезоном, а что бы вы хотели делать. Тут надо сразу признаться, что то, что ты хочешь, это практически невозможно. Ну, в связи с тем, что технически невозможно, или там по каким-то вот таким вот А вот другим. если подумать, что все возможно, за что бы ты взялась? Вот изначально, когда я Пофантазировать. пришла с улицы устраиваться, я же вообще была учительницей, учитель английского языка, Да ты что? и из-за того, что долго сидела дома 6 лет, как-то вот не пошло это дело, но я всегда как бы мечтала работать на телевидении. А тут, значит, такая оказия предоставилась, и я пришла с проектом семейным. Мгм. И тогда директор посмотрел мою
тогда Николай Иннокентьевич Петров был, посмотрел мой сценарий и сказал, ну это очень сложно технологически. Я хотела, у меня масштаб был вот как в Москве. Мы же в Москве еще 2 года жили перед тем, как я устроилась в НВК. У меня муж там в банке работал, и первый сын у меня вот там вырос, можно сказать. И единственный мой друг был это телевизор. И я вот насмотрелась всех этих ток-шоу, развлекательных московских. И он сказал, ты пульт свой умерь, здесь у нас такое невозможно. Ты что тут сравниваешь Москву? А что было-то? А в итоге получилось то, что получилось. Ну, неплохой проект получился, назывался он «Тук-тук, это я». Это такой семейный проект, но дальше даже не семейный, он что больше для пока родителей. все дома? Нет, вообще. На основе детских смешных высказываний задается какая-то тематика, допустим, что такое любовь. Ездила по детским садам, спрашивала. Знаете, раньше на втором канале вот была похожая передача детей «Устами младенца». «Устами младенца», да, что-то вроде этого, что-то вроде этого. И вот эти дети рассказывали, какие-то советы психологов были. Ну, то есть изначально он превратился, конечно, не так, как задумывался. Но тем не менее, да? Была 13-минутка, ну ничего. А потом уже прошел новый день, и пошло-поехало. И дальше, да? И был перерыв 6 лет. Да, практически 6 лет. Ничего себе, меня всегда поражают мамы, которые могут... Так, мы же соду забыли бросить. Ага, ничего страшного. Ну, ничего. Я думаю, тесто сейчас быстро в себя возьмет. Вот разговоры-то, видишь, как отвлекают. Один раз у меня такое было. Мы в Москве жили, и приехали родственники из далекой Якутии, значит. А муж звонит и говорит, так, нежданно-негаданно, давай. А я так испереживалась, я же там одна практически жила. Ну, в смысле, муж в 6 утра уезжает, приезжает поздно вечером, я одна. Ага, а тут, значит, какая-то веселуха грядет, надо что-то порадовать родственников. И тоже замутила какой-то пирог, ну и забыла что-то туда положить. И он не на эмоциях. Да, отвлекающих маневров надо избегать, когда готовишь. Я вот переживаю, а вдруг у меня сейчас не поднимутся кексы? Поднимется. И что мы будем делать? Мы сейчас скажем волшебные слова. Готовим вкусно. И кексы поднимутся. Вот все наколдовала, сейчас поднимется. Посмотрите. Ну все. Мы не дали настояться соде, ничего, да? Наверное. Так, раз ты крышку открыла, Маш, давай сразу специи. Я вот обязательно кладу куркуму. Это вот вообще моя фишка во все блюда. Куркума. Она цвет дает. Тоже вкус. чуть-чуть, да, или как? Или щедро? Можно щедро, но не настолько. Так. И укропчик, да? Укропчик. Сушеный. Тоже все как любит Света. Да, все сухое, да? Можно было же принести и свежее. Ну ничего. Но запах тут прямо... Я тут стою возле плиты, и скоро обед. Так. Вот эти кексы, раньше вообще это блюдо я делала просто вот как пирог. Можно его потом, конечно, приправить каким-нибудь кремом, но он и так хорош, и на скорую руку. И дети любят, главное. И да, творог, он вот всегда... меня поразило то, что оно без муки. Да, ну посмотрим, что получится. Вот, а потом уже почему-то вот когда вот эти вот формочки мы выиграли на каком-то конкурсе, и дочка говорит, ну давай, что-нибудь у нас простаивать. А почему бы и нет, подумала я. И вот можно вот в таком виде. По крайней мере, они могут точно пропечься, а в пироге есть вероятность, что серединка может быть сырой. Это тоже такой Ну, это я себя, лайфхак. да, это я себя успокаиваю, что все-таки на чужой кухне, на другой, всегда же все по-другому. Есть такая опасность. А вот возвращаясь к работе, вот на твой взгляд, какая должна быть тележурналистика? Телевизионная. Ой, я же вообще-то, как сказать, не то, что не журналист, я же не заканчивала ничего такого, да, все же методом тыка, все методом практики. Все, отправляем. Самое главное, да, отправляем в духовку, самое главное, это нужно быть относительно раскрепощенным. Я лично в себе это качество
прямо вырабатывала. Я по своей натуре очень скромный, очень незаметный человек. Чем меньше людей меня видит, тем лучше. Чем меньше меня слышит, тем лучше. Лишний раз вопрос я не задам. Мне где-то там с краешку, в школе я была такая, и в университете. А здесь вот Нельзя здесь быть нельзя, такой. здесь нельзя, здесь я была вынуждена себя в прямом смысле ломать. Я себя ломала, прям вот выворачивала. До гармонии дошла? Ну, да, Золотую я середину. считаю, ну, я собой довольна в этом смысле. Мгм. Мне кажется, что я нахожу контакт со своими героями. Если человек раскрывает тебе душу в каких-то щепетильных вопросах, то это наивысший показатель доверия. Вот. А если он с тобой еще и после съемок общается, и еще и хорошо отзывается, так это вообще... И открытки на дни рождения Это посылает. вообще, да, есть в этом что-то. Вот именно за это наверняка любишь свою профессию, да? Да, Вот хотела. и многие же говорят о том, что профессия журналиста, она объединяет в себе несколько профессий. То есть если учитель это учитель, там, строитель это строитель, то журналистика позволяет тебе быть всем. Попробовать, по крайней мере, себя во всем, это точно. Пусть как бы дилетантски, поверхностно, галопом по Европам, но ты, по крайней мере, имеешь возможность погрузиться, узнать это, пропустить через себя. Мгм. А вот сейчас «Хранители времени», над чем ты работаешь? В данный момент мы готовим фильм о якутском художнике Владимире Семеновиче Карамзине. Вообще, когда работаешь над такими фильмами, ты общаешься не только же с самим героем и родственниками его, ты общаешься с таким большим кругом людей, допустим, вот музей, Национальный художественный музей, какие-то архивы, то есть там такой объем людей через тебя проходит, и не то, что ты с героем сближаешься, ты с теми сотрудниками, со всеми общаешься, и потом они тебе помогают и в других передачах, и уже потом ты звонишь, и даже по личным каким-то вопросам, вот мне надо там для школы что-то, ну такое взаимовыгодное, почему нет, они тоже могут у меня всегда что-то попросить, такое бывало у нас. Да. А чтобы вот создать один фильм, сколько времени нужно? Ну, это такой вопрос сложный. Дело в том, что есть же такое понятие, как нормативы. Допустим, мне дали в месяц делать 2 фильма. Мы стараемся делать, но ты же понимаешь, что нормальный, такой качественный документальный фильм за 2 недели не снять. Поэтому наши фильмы не сколько документальные, сколько вот очерковые. Ну, через документалистику, конечно, проходят. Если бы, вот ты мне говоришь, помечтать, Пофантазируем, что все пофантазировать, да, возможно. то, по идее же, годами делаются хорошие фильмы. Это уехать в командировку, копишь материал. Вот мы однажды ездили на международный фестиваль лет 10 назад с Инной Юрьевной Пластининой «Человек и море». Мы посылали фильм трагический, трагическая история была, затонувший корабль вот Кулаковский. И взяли там номинацию «Лучший режиссер», так что Фина Юрьевна, мы оттуда не с пустыми руками приехали. В конце лета 2010 года вся Якутия была шокирована трагическим известием. В ночь с 26 на 27 августа затонул морской буксир Алексей Кулаковский. В этой истории, кроме слез и скорби, много вопросов. Море – это стихия. Море – это непредсказуемое пространство, которое манит своей неизвестностью. Можно ли знать наверняка, ответит оно тебе взаимностью или нет? Будет оно тебе верным спутником или оно тебя поглотит? Первое место Гран-при взяли ребята с Магадана. Они этот фильм делали 4 года. Ну и сравни то, что мы сделали за 3 дня, Ага. И 4 года. и 4 года. Есть, конечно. Конечно, разница. есть разница. Вот если мечтать и фантазировать, то хочется вот такие вот глубокие, с чувством, с толком расстановкой, с поездками, Чтоб не торопили. исследованиями. Ага. И все в таком духе. Мы со Светой поставили кексики в духовку, супчик у нас продолжает кипеть, а у нас реклама на канале.
смотрите, готовим вкусно. И сегодня мы со Светланой Трофимовой готовим грибной суп-пюре, самые вкусные кексики и еще что-то у нас будет. Света? Да, будет у нас лимонад, о нем расскажу чуть попозже. Сейчас мы приступаем к самому такому торжественному моменту, который любит делать моя дочка. Я ее Суп уже готов. подготавливаю всё сварилось, к этому процессу, да. Все, можно печку, в принципе, выключать и просто измельчаем. да? Погружаем блендером. Вот ты сказала, что у тебя блендерится все, даже борщ-пюре у тебя. Ну, это вынужденная мера. Пусть меня не считают такой хозяйкой нерадивой. Вынужденная мера, но все равно борщ становится таким вкусным. Я даже сама люблю его в таком виде потреблять. Папа не сопротивляется, ваш обычно мужчина Нет, мы хитрим, мы оставляем основной борщ в том виде, в каком он есть, а отдельно переливаю и уже детям. Это для детей Да. подход Да. такой отдельный. Папа, конечно, пробовал наше пюре, ну, сказал, что все-таки я мужчина, давайте мне нормальное. Вот мы об активном родительстве начали, да? Ага. Насколько ты участвуешь в жизни родительского комитета? Наверняка в твоей жизни их было много. Много, и это не самая приятная тема, ну, в том смысле, что сложная. Нету времени так вот участвовать сильно, да. Но я говорю обычно, чтобы меня трогали один раз в году, когда нужно сделать какой-то фильм. То есть ты по профессиональной твоей Да. теме. Вот у меня в этом году старший сын заканчивал школу, и родители изъявили желание сделать клип. Я сочинила стихи, заказала композитору, у нас своя песня, и мы сняли клип в парке, все довольны. Это был сюрприз родителей и детям. Здорово, какая красота. Так, еще хочу вам сказать, что в конце варить сильно долго не надо, а добавляются сливки. Тоже все на глаз. Все на глаз. Ароматы, дорогие телезрители, Да. ароматы. Яркие, красивые цвета. Когда кушаем такой супчик дома, всегда вспоминаем наши поездки в лес. А там историй у нас очень много, ну и вообще природу мы все любим. То есть любите совместные вылазки в лес, Обязательно. пикники наверняка. Дача Ягоды, есть у грибы. вас? Дачи, к сожалению, еще не нажили, но острой необходимости я пока не вижу, потому что даже если, допустим, за городом строить дом, то это очень неудобно. Всех развозить утром, Чисто по привозить. этой- А у нас очень много кружков, всяких вот внеклассных мероприятий. Я обычно вот всегда как совраска Маме бегаю. придется уволиться. Да, да. У нас Чтобы вот только в школе выбрать. даже есть родители, которые говорят, мы таксисты собственных детей. Ну, дело каждого. Выбор каждого М. получается. Да? Вкусно. Очень вкусно. Прекрасно. Пусть пока оно потомится, а кексы еще готовятся, а мы тогда сделаем лимонад. Вот этот рецепт мы уже используем много лет, а я уже не стала уж тут изгаляться и еще раз блендерить, но подумала, это? что блендер нужно использовать на полную катушку сегодня. Значит, здесь у нас основа – это мед, любой мед, лимон и имбирь. Все это режется на мелкие кусочки, потом также все Блендерится. измельчается, сахар не надо. Ну, на любителя я не добавляю. Лимон у нас с кожурой и с косточками, все полезное. Это такой, значит, напиток, долголетие, здоровье, да. Его вкусно кушать просто так, с чаем. Вообще говорят же, что в горячий чай мед класть нельзя, теряются все витамины. А это вот прекрасная альтернатива прикуску, как старые добрые времена. Как варенье. Как варенье. Вот. Но я вот про выдумку, я беру, прям у меня дома точно такие же стаканчики, тоже дело вкуса, с
сколько ложечек, но я обычно вот какую-то вот часть вот донышка закрываю и просто... Вообще я кладу еще много льда сюда, очень много льда, лед я Коктейль люблю. здоровья. Да. И с утра этот напиток прямо идеален. Вот говорят же, ложечку меда с утра прямо Да. на голодный Еще желудок. Очень желательно полезно. вообще в идеале, конечно, теплую водичку, но тут уже тоже как вот муж мой не любит теплую воду с утра пить, а я пью прям горячую. Вот. Можно вот я лимончик взяла с собой украсить, хотя здесь лимона и так очень много. Я попробую сразу. Да. Такой вкусный А лимонад. летом, вы знаете, сюда можно добавить все, Вот что действительно угодно. не хватает только льда. Да, лед будет идеально. Такой насыщенный вкус, имбирь прям. Да, мне очень нравится, у меня все. Это блюдо, которое пьют и едят все в моей семье. Вот, ну можно красиво нарезать лимончик, буквально вот. Света, а мы знаем, что ты еще и рукодельница. Ну, это у меня с детства. Это у меня мама такая, а при такой маме как бы грех. Нельзя не быть. Нельзя не... Ой. Что ты творишь своими руками? Ну, обычно я вяжу. Шить я шью, конечно, но не очень люблю это дело. Вышиваю и вяжу. Что вяжешь? Вяжу все. От перчаток до пальто, шляпы, купальники. Ничего себе. Ну, все. Ты можешь себя одеть полностью. Ну, да. И детей обвязывала, и мужа. Ну, как-то, Здорово. да. Я вот недавно для себя открыла вязание мягких игрушек. Мгм. Оказывается, так интересно. Это как-то называется амигуруми. Амигуруми, да. Оказывается, так интересно. Затягивай. Попробуй. Я, когда старшего родила, Мгм. тогда как-то подручных средств особо не было, взяла обычные нитки, вот которыми иголка, просто вот зашить что-то, пришить. Мгм. И вот этой тонкой ниткой, Мгм. ну, сложила ее там в несколько раз, связала зайчика. Этому зайчику вот уже скоро 19 лет будет. Ничего И себе. сделала елочную игрушку, и вот, оказывается, это называется амигуруми, я вот тогда этого не знала, просто вот от нечего делать. у меня Вот тогда. теперь ты знаешь, да? Да. Можем уже супчик? Можно. Так, кексы еще готовятся. Доверишь мне А про этот дело? амигуруми, да, Мгм. я узнала, когда тоже работала в «Жизнь прекрасна», и у меня героиня сюжета была. Я приехала к ней домой, у нее было много-много вязаных игрушек. Я Ага. тогда не знала, что это называется амигуруми, но вот с тех пор знаю. Мне кажется, это такой здоровый, полезный обед. Ну, да, С овощами, Соглашусь. с грибами, с имбирем. да, лимонадом. что-то у нас все сегодня в желтой гамме, оказывается, получилось так вот. Весна неожиданно. идет, весне дорогу, как мы сегодня начинали. Да, И лимончик у нас. Мгм. И кексики на подходе. на подходе. Да. Готовим вкусно, и сегодня у нас на обед грибной суп-пюре, лимонно-медовый лимонад и на подходе кексики. Да, давайте, настало время, они уже готовы. Давайте. Красота. Все, есть, да? Зарумянились, поднялись, Света, наколдовали. Да, наколдовали. Вот так вот. И заметим, что эти кексы от Светланы Трофимовой, они без единой капли муки. Да, там очень горячо, аккуратненько. С пылу, с жару. Давай проверим. Ух ты. Ну, я вам скажу, это в принципе беспроигрышно. И сразу говорю, что они всегда получаются. Видите, Мгм. пропеклись. Творожные. Идеально. Мягкие, воздушные, прям. Надо Любой подождать малоежка согласится, мне кажется, съесть. Даже крем не нужен. Мгм, согласна. Скажи, Света, вот в ритме современной жизни, как ты все успеваешь вот с 3 детьми? Ты сама говоришь, что некоторые родители работают таксистами собственных детей, Да. при этом работать, успевать ездить на Я командировки. каждый раз пою оду нашей работе. Хорошо, что вот у нас как бы, ну, такой ненормированный рабочий день. То есть Мгм. не надо прям вот как в банк
там с часами стоят, Ага. на минуту опоздаешь, там штрафы платишь какие-то, ну, Мгм. бонусы убирают. А мы же так работаем. Сами можем и можем ночью, свое да. расписание составить, да? Да, самое главное не опаздывать на съемки, вовремя написать сценарий, а где ты находишься, как ты находишься, ты уже Хоть ночью. Да. Вот. У меня в редакции все знают, что до обеда меня, в принципе, трогать нельзя, в том смысле, что я развожу своих детей У тебя кружки? по кружкам, Мгм. да, а после обеда это уже, да, я всегда И так поздно. и допоздна. Ну, А. по-разному бывает. Ну, бывает, что и до кружков я обычно 8 часов уже на работе, потому что с 8 до 10 у меня свое такое время творчества, что-то творю, там, сочиняю, пишу, а потом уже, когда народ подтягивается, редакция заполняется, там уже не до творчества, там уже начинаешь конкретно свою работу делать. Ты жаворонки рисовала? Так, ну что-то между. Я встаю в 6 с копейками, Мгм. без будильника, ну в 7 может быть такое. Ложусь там в 11-12. Вот кто это, сова? Такой, серединка. Ну да. Такая серединка. Ну, очень вкусно, Света. Спасибо большое, что пришла к нам в студию, открыла для нас такие интересные рецепты, поделилась своими Ну, кулинарными. надеюсь, было полезно, интересно. Не знаю, что-нибудь новое сказала, не сказала. Но мне точно было интересно и забавно. Я обычно по ту сторону экрана стою, камеры, и задаю вопросы. И это, конечно, ответственно, сложно. Я понимаю теперь всех своих героев передач. Они тоже волнуются всегда перед съемками. Я их всячески успокаиваю. Ну, наверное, спасло то, что мы знаем друг друга уже много лет. Это точно. Да. С дебютом нас. Живите и готовьте вкусно, дорогие телезрители. Сегодня у нас была в гостях моя коллега, тележурналист Светлана Трофимова. Света, большое тебе спасибо за такие интересные рецепты. Да, я хочу сказать, поскольку у меня в руках лимонад, то пожелать зрителям хочется, чтобы они всегда из кислого лимона могли сделать себе сладкий лимонад, и в жизни тоже, чтобы все было у вас сладко. Нечего добавить. Всего доброго. До свидания.